9 не приедет. Дедушка, может, мама с папой приедут? Приедут, когда у тебя усы вырастут. А вот и приедут. В сентябре мне в школу надо. А кто меня отвезет? Они отвезут тебя и опять приедут. Почему? Потому что бродяги твои родители. Но папа нефтяник. Вот я и говорю. Работа у них такая. Не сидят на месте. Сегодня тут, завтра там.
на меня. Мне тебя было очень жалко. У меня такая задышка бывает. И часто. Она у меня быстро проходит. Что это? Это мой папа делал, когда еще меня не было. Зачем? Чтобы не потерять остров. Остров же стоит на месте. Куда он денется? А я же тебя испугался. Ой, кто это? Это тюлени. Да ты их не бойся. Они на солнышке греются. Какие хорошенькие. Дедушка говорит, что они родня нашим собакам. Похожие. Ой, это чайки? Чайки. Тебе плохо? Да ну тебя, где птенчик? Умер? Нет. Давай отнесем его к маме. Мать его не возьмешь. Так он же умрет. А где мы найдем его гнездо? Глупая мама у него. Не может найти своего птенца. Ой, смотри, заклюет. Теперь он никому не нужен. Почему? Потому что надо было убрать его из гнезда. А, да? Ушло. Ты сюда. Кто-то делает миллион птенцов. Не надо. Надо. Надо всех перепутать. Ну не надо. Тогда их мало не найдут. Найдут. Потому что так нельзя. Да кто поймет? Чайки, теперь ищите детей. Что ты наделала? Вот Сливка ищет своего птенца. Вот видишь, что ты сделал? Какие глупые. Не узнают своих птенцов. Смотри, смотри. Ты их не трогала. Я всех трогала. Ура!
Море, слышишь, как волны шумят? И пусть шумят. Вдруг они унесут наш дом. Нашла из-за чего реветь. Тебе меня не жалко, а птенцов жалко. А тебе птенцов не жалко? Жалко. Он тоже умрет. Я не хочу. Айна, не плачь, это все я виноват. Мне не надо было их брать домой, Айна, перестань. Не плачь, Айна, это все я виноват. О, почему она плачет? Это ты ее обидел? Да не за меня, из-за птенцов, они пищат и умирают. Если даже выживут, чаек из них не получится, потому что без родителей. Не плачь, внучек. Это я их трогала, из-за меня чайки бросили птенцов. А я говорил. Я больше никогда не пойду на этот остров. Пойдешь и не надо. Зачем же плакать? Пусть Кирим сам туда ездит. Успокойся, внучка. Ну что ты опять? Не плачь. Дедушка, тебе не жалко, почему ты не плачешь? Ты не умею плакать. Да штормило нас всю ночь. Высота волны до 3 метров. Сейчас успокаивается. Передайте, пусть не волнуются, дети здоровы. Спасибо. Покорми рыбкой, я вон там наловил уже. И перекорми. Какой голодный. Ну хватит, а то лопнешь. И что такое чик? Чика. Чика. Давай назовем его Чику. Давай. Чика. Дедушка, вы назвали его Чика. Вот как? А почему из него не выйдет чайка? Чайка. Сколько бы вы ни заботились о нем, вы никогда не научите его тому, чему бы он обучился в стае. Нужно, чтобы он жил среди птиц, понимал их язык, научился добывать себе корм. Он должен остерегаться всего, и когда надо, уметь постоять за себя. А сейчас что получается? Взяли птенца, а он беспомощен, летать не умеет, сидит в корзине и пищит. Вот, смотрите, ему там одному скучно стало. Чика, иди ко мне, Чика. Иди сюда. Нет, иди ко мне, Чика. Мой чаёночек. Не трогай. Пусть и будет моим птенцом. Опять его надо кормить и поить, ухаживать за ним. Ну, разреши. Хорошо.
часа вернусь за тобой. Ладно. Если ждешь, не причаливать буду здесь. Понял, мой капитан? Понял, капитан? До свидания, капитан! Полный вперед! С кем же ты воевал, что так обессилел, капитан? Всех птенцов унесло море. Да, сынок. Часть совсем покинули остров. Может быть. Она ж болеет. Птиц пугаете, вон фламинго прилетели. Фламинго? Они в прошлом году тоже прилетали. Жили вон на тех островах. Правда, дедушка? Правда. Я таких никогда не видела. Пойдем, дедушка, к ним поближе. К ним близко подходить нельзя, они сразу же улетят. Почему? Когда-то они возле людей жили, как чайки. Но человек стал охотиться на них и почти всех истребил. Ну их же так много. Больше их нигде нет. Нигде, нигде, во всем свете. Во всем свете.
поздравить. Отпусти его. Пусть плавает. Но он не хочет плавать. Сейчас захочет. Мама! Зачем ты его пугаешь, бедненький? Давай несем Чика на свой остров чайкам. Там он научится быстрее летать. Там чаек нет. Что? Как это нет? Ну нет и все. Что с ними случилось? Говори же, чего ты молчишь? Помнишь, был синий шторм? Ну, тогда волны залили остров. А чайки погибли? Нет. Улетели. А птенчики? Их там тоже нет. Они птенцов забрали с собой. Как? Как? Лапами? Неправда, ты меня обманываешь. Чтобы я не поехал на твой остров. Нет, правда. Ты же никогда не видел, как птицы носят своих детей? Я тебе не верю. Попрошу дедушку отвезти меня на остров. Нечего меня обманывать. На остров не успеешь, дочь. Тогда никуда не поеду. Собирайся, лодка уже подходит. Поедем на остров. Ладно. Сумку собери. Сейчас. Ой, ты все-таки сказала и не о чайках. Как у вас тут, Шуклага? Ты живы-здоровый? Да, так у нас все в порядке. Только внучка неважно себя чувствует. С тобой отправлю, пусть домой едет. А, ладно. Доченька, может, не надо тебе ехать на остров? Люди на пароходе ждут. Дедушка, ну это же по пути. Кирилл, доводим войну до острова. А? Я чайку возьму. Ничего быть не может. Все живое должно продолжать род. Вот это да! Ладно, пора ехать. До свидания, Чик. До свидания, Киёночек. До свидания. Береги Чика. Мне? Море нашел. Едем. Спасибо. До свидания, дедушка. До свидания. До свидания, Шоколад. До свидания, Кирилл. До свидания. Приезжай, Аня. Тебе тоже пора лететь.
сказал? Птенцы? Ребятки. Вы что сделали? Недавно чайку они там разбили. Мы их для детей собираем. Вам куриных мало? Это не простые яйца, они лечебные. Неужели я чай съедал? Еще съедим. Помолчи. Как тебе не стыдно? Речь идет о здоровье детей. Больным это может спасти жизнь. Вот сестренка твоя. Как ее зовут? Анна. Айна. А если бы ей это нужно было как лекарство? Она же болеет. Как бы ты поступил? Ты еще смеешь из-за каких-то яиц грубить старшим? Иди. Мальчик, подойди сюда. Достань мне, пожалуйста, вон то яйцо. Ты хороший мальчик. Спасибо. Помоги мне соберем. Испачкалась. Поехали домой. Ири, ты не говори дедушке, что я здесь был. Я не смогу к нему сегодня заехать, а он обидится. Ты меня понял? Смотри-ка. Оказывается, я уже был на этом острове. Вот она метка. Нефтяники подставили. Ну иди же скорее. Мы уезжаем. Но чаек тогда тут не было. Вот. Я их не видел. Какие-то люди собирали яйца, говорят, лечебные, будто бы для больных. В том-то и дело, что яйца чаек не лечебные, пора бы это знать. Нет, ты вот что. Заповедник передал Тимурадову, пусть он разберется. А? Ну, сообщи тогда общество охотников и рыбнадзору, или куда-нибудь там еще. Надо. Вот и все. Говорит, что этот остров в заповедную территорию не входит. Получается, если не заповедник, то до него и дела никому нет. Дедушка, Что, внучек? а почему мои остров и чайки никому не нужны? Нет, они каждому нужны.
не превратишься, поверь. Люди сами должны принимать это. И восстанавливаться в течение многих десятилетий. Как при этом не вспомнить слова Карла Маркса о том, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Человек стремится к полету. Чем это вызвано? Тебя обижают. Это кто же обманывает? Мы что, какие-нибудь хоры или разбойники? Что мы такого делаем, а? Ты что, здесь поставлен сторожем? Или, быть может, эти яйца принадлежат кому-то? Постой, мальчик, не волнуйся. Посмотри, тут столько яиц, что и всех хватит, и чайка на ужин тоже. Так что не надо шум поднимать. Я не верю вам. Дяденька, не берите яйца, оставьте. Оставьте, я вам говорю. Не отдам. По-моему, он какой-то чудной. Такой же точно, как и дед его. Ты что это делаешь, а? Сейчас же собирай. А ну, опять ведро.
Где лодка? Здесь ее оставили. Может, ты не привязал ее, растяпа? Я привязал. Так где же она? Была здесь, вот и след от нее. Нам не след, нужна лодка. Назад пойди, посмотри вокруг. Ну что ты стоишь? Ищи. Может, она еще далеко не уплыла? На той стороне лодки нет. Море тоже не видно. А где мальчишка? Надо его найти. Не можно сквозь землю провалить. Вот, надо найти мальчишку. Он спрятался где-то здесь. Мы должны еще раз прочесать все вокруг. Пошли. Ты что спалил? Что с тобой? Тихо. Пала, что? С Биби что-то случилось. В чем дело? Не знаю, лежит и молчит. И как будто не дышит. Биби. Биби, что с тобой? Что? Джерри, неси воды, ей вода, нужна вода. Где осталось? Она же без сознания. Что делать? Биби, очнись. Биби. Вот вода. Берите. Ну вот, жива. Где лодка? На ней я вожу вам продукты. Ты это знаешь. Где лодка? Куда ты ее дел? Где она? Отвечаю, я тебе негодник шею сверну. Как только вам не стыдно таким большим кричать на малыша. Ты из-за чего так переживаешь, мальчик? Тебе их жалко? Жалко. Шторм всех птенцов унесло море. Они же без детей не могут, а забирать у них яйца. Птиц тебе жалко, а людей тебе не жалко? Как только дедушка сюда приедет, я все расскажу. Что? Так распустить внук. Что вы волнуетесь? Дед приедет за ним и отвезет нас на своей лодке. Правильно, но тогда пошли собирать яйца. Мальчик, где ты? Мальчик, где ты? Что еще случилось? Ты что, меня испугалась? Мальчик опять куда-то пропал. А куда он убежит с острова? Что тут долго старик не видит? Ни лодки нет, ни мальчика. На глаза боится показаться. В зарослях прячется. Пусть прячется. Он как заложник у нас. Дед непременно за ним приедет. А вдруг дед не приедет? А куда он денется, если его внук здесь? Ну что, Робинзоны, дайте закурить. Чем-то же надо заняться. Спичек нет. Даже спичек
нет, воды нет, еды тоже нет. Еда есть, есть сколько хочешь. Но я сытый по горло. Пить хочу, умираю. Из моря попью. Да ты что, с ума сошла? Не смей! Зачем поплыл в такую даль? Прилетел Чик. Ходи. Ну что шумишь? А, корзины твои нет. Но ты ведь уже большой. Сынок, на, попей. Вот и хорошо. На тебе твою корзину. Сынок, мне пора сводку передавать. Ты же уже в ней не помещаешься, а расстаться все не можешь. Чик прилетел. Он уже в который раз прилетает. Смотри, сколько рыб тебе дотаскал. Может, он на остров летает? С чаем. А как же? Там у него друзья. Чик, как там на острове? На острове все хорошо. Почему же тогда Чик прилетает туда, если там хорошо? Тебя навещает. На острове спокойно. Чужих никого нет. Ты был на острове?
Дедушка, можно я встану? Со вчерашнего дня лежу, надоело. 3 дня тоже лежишь. Что? 3? Поверил ведь. 3 дня ты говоришь? Дедушка, если человек 3 дня не будет есть и пить, что с ним будет? Если человек 3 дня останется без воды в такую жару, он может умереть. Поехали на остров. Нет, внучек, не могу сейчас. У меня работы много. А тебя одного, сам понимаешь, я не отпущу. Кто знает, куда ты еще уплывешь. Дедушка, поехали на остров, там люди, они умрут. О ком ты говоришь, какие люди? Ну те же люди, они снова приехали собирать яйца. Я утопила их в воду. Утопил? А как же люди? Они остались. Ты лодку? Нет, не может быть. Я не обманываю, я заливал водой и утопил лодку. Да ты что? Как ты мог так поступить? Это же... Дедушка, они собирали яйца не для больных. Зачем они обманывали? Все равно нельзя было так делать. А я все никак не мог понять, чего это ты плыть решил. Утопил чужую лодку, а сам потом удрал. Я не удрал. Чаек было жалко. Там люди без воды. Дедушка, поехали, они умрут. Тебе лежать надо, ты не здоров. Ты лодку где утопил? Что с ними? Я в тот же день отвез их в город. Ты сам? Сам. Идем, покажи, где лодка. Здесь. А с ними там на работе разберутся. Вот.
Смотри. Ты что там делаешь? Упадет тебе от отца.